Знаешь, Руслан, подоспела свеженькая статистика, и по этой статистике большинство российских женщин начали рожать своего первенца после 26 лет. Вот с медицинской точки зрения, конечно, поздновато, а вот с точки зрения государства вообще беда, демографический завал. Слушай, ну вот тенденция такая есть, к ней можно по-разному относиться, и, конечно, к ней приложили, не обижайся, руку вот эти вот все многочисленные женские глянцевые журналы, да, это именно так. Но теперь вот, раз уж женщины теперь уверены, что сначала перед рождением ребенка нужно получить образование, сделать карьеру, встать на ноги, получать какой-то гарантированный доход, а уже потом рожать, да, ну, они имеют на это право, их можно понять. Ну, допустим, я согласен, да, что рождение ребенка это взвешенный, ответственный шаг, надо подходить к нему соответственно, и рожать тогда, когда ты уже уверен в его перспективах и планах, безусловно. Ну, как можно быть уверенным вообще в завтрашнем дне? Ну, Руслан, слушай, это смешно просто. Правда, при таком раскладе, все показатели по демографии, они будут завалены, безусловно. Ну давайте, патриоты, встаньте и поднимайте нам демографические показатели, да? Слушай, у нас так не будет хватать солдат для вооруженных сил. Как можно вообще в завтрашнем дне в этом плане планировать? Сегодня есть здоровье, завтра его нет. Сегодня деньги есть, завтра их нет. Ну вот я шла по тому же пути, получила образование, сделала карьеру, родила в конце концов в 30 лет. Ну и что? Ну, родила бы я в 20, сейчас бы был у меня сын-подросток или дочка-подросток, и я могла... в любом случае он был бы, да? Был бы, да. Было бы все прекрасно, ты хочешь сказать. И у меня были бы деньги его содержать, конечно. Ну, слушай, Алсу, когда рожать, сколько рожать, при каких обстоятельствах, это, конечно, личное дело каждого, да? Но вот, допустим, мое твердое убеждение и, подтвержденное всем житейским опытом, что рожать надо тогда, когда ты можешь дать ребенку полное качество жизни. Вот в этом случае. Хотя тема, конечно, такая очень спорная, и у каждого человека, в том числе у тех гостей, которые мы сегодня в студию пригласили, свое мнение по этому поводу, безусловно. Это так, да. Об этом, правда, можно долго спорить, еще спорить о том, как должно вообще помогать государство, должно ли оно вообще помогать в демографических вопросах, и самое главное, может быть, государство вообще не просило вас рожать? Государство бывает очень часто такое говорит, и оно не право в этом случае. На самом деле, мне кажется, что государство должно создать условия, при которых людям хотелось бы рожать и воспитывать детей. Это так. Изо всех информационных площадок на молодую девушку льется. Реализовывай себя, перед тобой целый мир. Даже замуж выходить не обязательно. О каких детях тут можно говорить? Они умны, они хотят быть успешными. Но вот эта успешность у них совершенно не связывается с наличием детей. Третий уже так настороженно, типа, куда еще сможете ли? А четвертый дальше, это уже вот так вот все начинают смотреть. У нас очень много хороших, полезных законов выходит ежегодно. Но на местах они фактически не работают. Есть две новости, хорошая и плохая. Начнем с плохой. По официальным данным, в Башкирии население за 2018 год сократилось на 12 тысяч человек. Для сравнения, это численность поселка Красноусольский, административного центра Гафурийского района. Причин у демографического кризиса много. Это и высокая смертность по разным основаниям, и трудовая миграция в другие регионы, и, что немаловажно, низкая рождаемость. Теперь новость хорошая. Власть проблему признала и повернулась к ней лицом. Большинство женщин не торопятся заводить потомство. Все чаще они становятся матерями ближе к 30 годам, и это уже тенденция. И все меньше становится многодетных. Это не модно, это сложно. Такие семьи жалуются не только на то, что их недостаточно поддерживает государство, но и на простое обывательское порицание. Мол, не имеешь средств к существованию – не рожай. Зачем рожать? Мы попытались найти свой ответ. Редкий знакомый не спросил Екатерину Лебедеву, зачем им с мужем четвертый ребенок, когда денег на жизнь еле хватает. Семья живет в съемной двушке. Отец таксует, мама делает педикюр пожилым. Женщина честно признается, прибавление в семье было незапланированным. Я считаю, что это все-таки решение женщины должно быть. То есть, что за совет, оставлять, не оставлять? Кто должен распоряжаться мной и моим ребенком? Были, в общем-то, против все.
Своих детей Екатерина не считает обделенными. Есть те, кому сложнее. Таким женщина старается помочь сама. Вот уже 8 лет она ведет в соцсетях группу поддержки многодетным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Собирает вещи, деньги, продукты. С очередной помощью Катя едет к Юлии Вольф. Еще недавно Юля сама помогала нуждающимся, но в течение года умерли один за другим ее родители и муж. От того, что количество детей увеличивается, зарплата в разы не увеличивается. И поэтому не стыдно быть, в общем-то, нуждающимся. Это нормально. Юля – мать 8 детей. У младшего синдром Дауна. В качестве дополнительной поддержки от государства, как многодетная мать, Юля получает 2000 рублей в месяц на всех. Питание в школе бесплатное, а в садике со скидкой. На детей школьников один раз в 2 года государство выделяет деньги на школьную форму – около 3000 рублей. Из крупных выплат Вольф получили в 2011-м материнский капитал. По закону он выделяется только один раз – после рождения второго ребенка. Ни жилищного сертификата, ни земли семья так и не увидела. У чиновников нашлись причины, чтобы им отказать. Законы по поддержке есть, но они несовершенны. Дело в том, что эти 600 тысяч выделяются только тем семьям, у кого, значит, 8 детей, и все они должны быть до 18 лет. Ну, знаете, как-то это очень... чересчур, я бы сказала, ограничено. Ей вторит Александр Афанасьев, житель Нефтекамска, который несколько лет назад стал известным на всю страну, отсудив после смерти жены материнский капитал. У нас очень много хороших, полезных законов выходит ежегодно, но на местах они фактически не работают, потому что создаются искусственные барьеры этими же самыми чиновниками, которые должны отвечать за реализацию этих программ. Какие-то бюрократические преграды. Люди не знают своих законных прав. Александру, чтобы защитить свои права, пришлось получить образование юриста. Юлия Вольф, благодаря активной позиции, наконец была услышана. Буквально на днях депутаты Курултая заявили, что готовят поправки в тот самый закон о выплате 600 тысяч рублей. Депутаты обещают увеличить возраст детей до 23 лет. Екатерина Лебедева сейчас оформляет документы для создания благотворительного фонда помощи многодетным семьям. Хочу сделать фонд, и мне как-то хочется вообще это отношение переломить к большим семьям. Потому что раньше, испокон веков, вообще же на Руси это нормально было, то, что большая семья дружная, то, что много детей. А сейчас уже один нормально, второй, 2 надо, третий уже так настороженно, типа, а куда еще, сможете ли? А 4 дальше, это уже вот так вот все начинают смотреть, что ты что, зачем, ты ненормальная, что ли? 19 сентября Ради Хабиров, вступая в должность главы Башкирии, подписал указ о стратегических направлениях развития региона. Один из основных показателей программного документа – 4 миллиона 100 тысяч человек. Именно столько людей к 2024 году должно населять республику. То есть прирост составляет 50 тысяч человек. Для тех, кто понимает современные реалии, задача масштабная и очень непростая. Демография – понятие комплексное. На нее серьезно влияют и экономика, и общественно-политическая ситуация, и здравоохранение, и образование, и, конечно, социальная политика. Что нужно сделать власти, чтобы ее поддержку реально прочувствовала конкретная семья? Какие меры планирует принять в Башкортостане для того, чтобы жителей в регионе стало больше? Эту важнейшую тему мы с Алсу Сликаевой и нашими гостями обсуждаем сегодня в студии, честно говоря. Итак, Рима Амировна Утяшева, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, зампред комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. И Ленара Хакимовна Иванова, исполняющая обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Более компетентных людей в области демографии, чем вы, трудно в республике найти. Да? И опять же, вы не только руководители с большим опытом, вы еще и матери. Скажите, Ленара Хакимовна, выполнить положение о демографии указа – это реальная задача? Вот, на мой взгляд, это реально, если действительно выполнить этот указ. Вообще, какова ситуация сегодня? Да. Итак, на сегодня у нас 4 миллиона 51 тысяча. То есть нам нужно 50 тысяч, значит, 10 тысяч ежегодно добавлять. А что мы имеем на сегодня? Вот у нас еженедельный мониторинг ситуации с рождаемостью и прирост или убыль. Мы получаем ровно минус 10 тысяч по итогам этого года. Вместо плюса. То есть нам нужно такие действия предпринять. Это целый поселок городского типа. Совершенно верно. То есть мы
просто, понимаете, мы вот стремительно теряем. Но при этом я хочу сказать, дорогие мои коллеги, уважаемая Римма Амировна, вот мы должны вообще к этому относиться абсолютно как-то холодно и практически, потому что какие-то вот, ну, как сказать, там, волосы на себе рвать, ну, как-то неправильно. Почему? Потому что, во-первых, в стране ситуация гораздо хуже. То есть, если смотреть естественную убыль, у нас, ну, ситуация прям, ну, раза в 2 лучше. Вот так вот, грубо. Чем средняя температура Чем по стране, в среднем да? по стране. Да, совершенно верно. В стране по итогам года планируется, если за 4 месяца было 150 тысяч минус, то по итогам года планируется минус 450 тысяч. Вот вы просто задумайтесь, какие цифры жуткие вообще в стране. Римма Амировна, ну вы вот всю жизнь посвятили демографии. Все-таки для большинства зрителей и аудитории демография – это прежде всего рождаемость, да? Да, конечно. Вот как вы считаете, с высоты своего опыта, реальная задача, реальная цифра 4 миллиона 100 тысяч через 5 лет? Россия, вообще, вот хочу отметить, что Россия вышла из такой ямы демографического кризиса. Но с 2017 года и не только в республике, но и в России имеет место снижение рождаемости. Вот, допустим, в 2017 году минус 166 тысяч. У нас в республике тоже по сравнению с полугодия минус 3 тысячи родов. Вот в этом году. году. Да, за эти годы. Здесь какие моменты? Первое, Россия и республика, у нас в России, в основном, кроме кавказских республик, взяли моду на 1-2 ребенка. Малодетность. Позже стали рожать. Если я в 1975 году, когда начинала, мы боялись 16-летних первородящих, сейчас мы переживаем, кому за 40 первый раз приходит. Но ведь они идут зато осознанно. Вот мы об этом и спорим. Осознанно это не... Ну, любое материнство это осознанно. И в 18, и в 20 это осознанно. Но третий момент, когда это от нас зависит, сегодня все же мы говорим о смертности среди трудоспособного населения. Оно немножко стало больше, особенно среди мужского населения. То есть нам не только нужно повышать рождаемость, но и снижать, причем радикально смертность. Чтобы вот это все моменты отрегулировать, необходимо мотивировать на роды, на первые роды. Мы сегодня у себя в госсобрании в рабочей группе стали анализировать причину, почему не рожают. Вот первородящие. Им надо закончить вуз, получить работу и зарплату. Вот патронатная семья. Она берет на патронаж, на патронат ребенка. Этой маме дается заработная плата, идет стаж. Вот семья рожает первого ребенка. У нее муж работает на севере. Если так, сегодня по указу Владимира Путина, даже на первого ребенка уже дается ежемесячно денег, если в семье более 10 тысяч. Если прожиточный минимум, нельзя привязывать к прожиточным минимумам. Вот сейчас Римма Амировна говорила про ежемесячное пособие, которое платится тем, у кого средний душевой доход в семье меньше 1,5 прожиточных минимумов. Она предлагает убрать вот эту планку, чтобы независимо от доходов вот это пособие платилось. Вот здесь у нас начинается путаница, когда мы путаем социальные меры, да, меры социальной поддержки, именно поддержки, чтобы просто людям реально полегче жилось, и демографические. Так вот, вот это пособие – это мера социальной поддержки. Оно просто поддерживает семьи. Но оно не влияет на рождение детей. Демографической мерой является только мат-капитал. Спасибо. Мы давайте коснемся темы усыновления. У нас есть по этому поводу особое мнение. Это мнение Виктории Валиковой. Она известна многим, врач-инфекционист из Уфы, которая уехала спасать жителей на край света в Гватемалу. Строит на пожертвования клиники и не хочет рожать своих детей, а считает, что в наше время нужно усыновлять. Давайте посмотрим, что она об этом говорит, и потом обсудим. Для меня вообще усыновление – это, наверное, то есть первое, о чем я подумала, когда мы с мужем решили, что мы хотим семью. Все, кто пишут там, типа, сами родите, вы такие классные, там, вы можете, вы еще молодые, еще получится, еще что-то, есть ЭКО, есть там какие-то там суррогатные материнства, еще что-то. Ребята, не в этом смысл. То есть, если вы там хотели родить, родили бы. Государство, каким бы оно хорошим ни было, оно может кормить, там, кровать предоставить, но маму предоставить каждому государству, к сожалению, не может. По крайней мере, в России пока не может. И я считаю вообще, что это преступление, когда люди, то есть просто закрывают на это глаза и типа, все нормально. Им в детском доме их кормят, им будет хорошо. Им не будет хорошо. Дети должны быть в семье. Я пропагандирую то, что дети должны быть с теми, кто их любит. И у каждого ребенка должен быть значимый взрослый.
Это мы говорим о тех людях, вообще о чем говорила Валикова. Она не хочет пока заводить собственных детей, она хочет посвятить себя детям, которые уже родились. Но другая есть точка зрения, есть ценность человеческой жизни, да, и возможно, может быть, нам стоит и общественное мнение поменять, да, вот. Наверное, самое главное в данном случае – это потребность в детях и ценность вообще семейной жизни и детей как таковых. Вот, к сожалению, у нас вот происходит вымывание вот этой ценности. То есть вообще это ценностный вопрос, в принципе, как таковой, вот то, что мы сегодня обсуждаем. Именно вот поколение, которое сейчас вступает в детородный возраст, оно как бы подвержено гедонизму, и они больше как бы вот радость видят, удовольствие, там, я не знаю, поехать отдохнуть, да, то есть сделать карьеру, это очень важно, там, самореализоваться, да, то есть они умны, они хотят быть успешными, но вот эта успешность у них совершенно не связывается с наличием детей. Вот это самая главная задача на самом деле. И вот, как сказала Римма Амировна, это еще не поздно поправить. И вот в данном случае вот от нас с вами очень много зависит. Я вот с мужской точки зрения, да, скажу, вот изо всех информационных площадок на женщину, на молодую девушку льется, да, что займись собой, делай себя, реализовывай себя, перед тобой целый мир. Даже замуж выходить не обязательно. О каких детях тут можно говорить? О каких детях? Вот вы, мужчины, много несете это сложнейшая задача, каким-то образом убедить сегодня женщину, девушку, заводить детей. Материнство – это великое дело, это профессия. Кстати, я очень глубоко в материале, да, то есть очень много такой литературы читаю, и я выяснила, что, оказывается, мужчины на самом деле больше чувствуют потребность в детях, чем женщины. Понимаете, то есть вот вы правы, что вопрос к девушкам действительно есть. Вы знаете, уважаемые гости, я все-таки рассчитываю, что перед тем, как внести предложение, все равно же социальный блок вносил предложение. Конечно, была серьезно проанализирована ситуация Совершенно и наши возможности перед тем, как объявлять вот эту вот цифру. Я правильно понимаю? Правильно понимаете? Да. Потому что, смотрите, у нас уменьшилось количество женщин вот этого молодого возраста, но при этом у нас женщин от 30 до 40 лет сейчас максимальное количество, особенно 35-летних. Они точно могут родить второго, третьего и даже четвертого ребенка. Их много, понимаете? Вот я хочу сказать, поле велико, их на 80 тысяч больше, чем тех, которые от 30 до 40. Он у меня давно, и я его задаю при каждом удобном случае. Вот у вас уже большой опыт. Скажите, вот материнский капитал влияет серьезно на эту ситуацию? Семья внутри своей семьи, ну, как сказать, на семейном совете сидит и думает, так, ну вот мы можем трехкомнатную квартиру. Не потянем. Да, вопрос, потянем, если мы потянем, возьмем как бы вот этот мат-капитал, то точно это будет в копилку, и мы реально там изменим свою жизнь. Потому что мы же понимаем, что экономическая ситуация в стране в целом, но она сложная, она непростая. Вот молодая семья. Вот у нас студенческие семьи. Вы тоже были в студентах, наверное, рожали. Я тоже понимаю. Нет, я поздно родила. Ну вот я уже многократно говорю, давайте поддержим семьи студенческие. Вот они начинают рожать, я пока вузы говорю, 4-й, 5-й курс. Если их поддержать, а как? Вот как? Ну, платить надо. Вот сейчас давайте. Вот как? Никто же не отменял еще такие вещи, как пропаганда, как общественное мнение. Вот над сейчас этим тоже надо работать. Почитать. По поводу матчасти все-таки я хочу вот как бы закончить. По матчасть, да. Нет, ну как это говорят? По материальной части. Да. То есть вот мы должны понимать, с чем мы дело-то имеем. Так вот, я говорила о том, что у нас 30-40-летних сейчас женщин больше. Это первый момент. Второй тезис. То, что у нас самый большой резерв рождений в городах. Потому что если все исследования посмотреть, опросы, то фактическое и ожидаемое число детей у нас различается в городах. В деревнях на селе у нас как хотят, сколько хотели, столько и родили. Вот оно как бы усредненно так. А в городах там очень существенная разница между 1,3 и 2,2. Это суммарный коэффициент рождаемости, количество рождений за всю жизнь, за весь детородный период у одной женщины. То есть я правильно понимаю, смысл в том, что в городах считают? И идет урбанизация. Это, опять, все вот, понимаете, процессы уехали в город. Да, процессы урбанизации, им противостоять невозможно. Вот надо, вот, понимаете, некоторые вещи нужно просто оседлать.
Слушай, Алсу, ну вот из того, что мы успели обсудить, да, вот что тебя лично больше всего касается, волнует, ну, задевает тебя? Что Но больше пока мы не обсудили ту проблему, которая меня реально сейчас волнует, это детские садики. В Уфе это проблема number one, я не знаю. Слушай, но ты меня просто извини, мои дети уже давно выросли из детского садика, это действительно настолько серьезно? Переполненность детских садов, невозможность устроить ребенка до 3 лет, если Это же ясли уже, да? Да, категорически не хватает. А это как раз то, что меня бы подтолкнуло, что ли, к тому, чтобы, вот если бы я понимала, что есть возможность там в 1,5 года оставить с кем-то ребенка и выйти чуть-чуть Кстати пораньше. говоря, это к вопросу, да, почему надо обязательно в противоречие сводить карьеру, да, и семью. Ну, женщина, если у нее будет все условия, тот же самый детский садик и ясли, спокойно может и заниматься и работой, и семьей, так? Ну, конечно, конечно. Ну, у тебя еще будет возможность задать ей вопрос. Я бы хотела, да, Ленаре Хакимовне задать вопрос, потому что как раз в приоритетном проекте, вот нацпроекте по демографии, вопрос строительства детских садов стоит, и вот интересно, когда это все будет. Ну, послушаем, что она скажет. Мы в студии программы «Честно говоря» продолжаем обсуждать тему демографии, а именно, что может сделать и, самое главное, должна сделать власть для того, чтобы в Башкирии хотелось жить, работать и рожать детей. В рамках национального проекта «Демография» в регионе реализуются 3 направления. Это финансовая поддержка семей при рождении детей, строительство детских учреждений, садов и яслей и улучшение качества жизни людей старшего поколения. Насколько эти меры господдержки эффективны и как они выполняются, в нашем следующем сюжете. Попался. 4 года назад уфимец Ильдар Яникеев стал отцом 3 детей – Амира, Тагира и Алсу. Но кого-то из них могло и не быть, если бы он выполнил рекомендации врачей. Не было ни одного врача за все время беременности, который бы не предложил избавиться от кого-нибудь. А аргументы какие? Здоровье матери, здоровье детей, родится ли ребенок. К счастью, тройняшки благополучно появились на свет. В больнице помогли быстрее пройти все необходимые исследования. Все узкие специалисты пришли к нам домой в 1-2 дня. Нам не пришлось ездить с детьми, стоять в очередях там. На прогулке отец 3 детей делится своим опытом. Не каждый знает, что в Уфе действует муниципальное постановление о мерах поддержки таким семьям. Там 10 тысяч рублей единовременно на одного ребенка и до 1,5 лет предоставления няни бесплатно. И вот, в дошкольное учреждение без очереди. Ну, вот такая оказия. МБУ, которая оказывает услуги по предоставлению няни, ликвидирована. То есть няни вам не предоставили? Не предоставили. До 2014 года семья Яникеевых могла рассчитывать на бесплатную 4-комнатную квартиру. Но теперь такой льготы нет. Другая льгота – освобождение от транспортного налога – тоже недоступна, так как для нее необходимо иметь машину мощностью не более 150 лошадиных сил. А для многодетной семьи такой машины мало. Все зависит от места проживания. И по России это очень разница. Мы машину купили в Екатеринбурге, там семья многодетная. Они транспортный налог за нее не платили. А в Уфе мы платим. 10 тысяч рублей компенсации на одного ребенка. И ровно столько же каждый год уходит на транспортный налог. Иногда мы очень благодарны государству, иногда мы немножко огорчены бываем какими-то решениями, да. Создать условия, чтобы в Башкирии население за 5 лет выросло на 50 тысяч человек, такую задачу ставит перед правительством сентябрьский указ Радия Хабирова. Этот программный документ содержит целый комплекс мер по стимулированию рождаемости, предотвращению миграционного оттока, поддержке молодых семей и строительству социальных объектов. Из мер демографических это выдача молодоженам сертификата на бесплатное обследование. Это строительство 2 родильных домов, строительство школ, детских садов с одновременным развитием услуг по присмотру за детьми ясельного возраста. Это строительство арендного жилья для молодых семей и молодых специалистов. Это развитие жилищного строительства вокруг крупных городов, именно индивидуального, и для сдерживания миграционного оттока именно в репродуктивном возрасте. Это строительство студенческого городка кампуса и строительство крупного научно-образовательного центра мирового уровня. Задачи в сентябрьском указе поставлены амбициозные, но они решаемые, считает ученый-социолог Рим Валиахметов, при условии, что за их выполнение возьмутся комплексно. Те меры, которые обозначены в указе главы Республики Башкортостан
они должны стать, понятно, заботой каждого чиновника на местах. Я делаю здесь акцент на муниципальное образование прежде всего. Работать нужно с населением. Население готово создавать семьи, рожать детей. Мне кажется, вот этот комплекс мероприятий, учитывая и миграционную часть, и, естественно, демографическую, имеется в виду сокращение смертности населения, то эта задача вполне она решаема. Если говорить о реализации сентябрьского указа, то я бы даже назвал это экзаменом, не просто вывозом, Да. а экзаменом для Совершенно всего верно. Да, экзамен на зрелость. будущего правительства, Да, да, которое совершенно будет верно. сформировано и начнет работу. Да, Есть один вопрос, он основной. Положения сентябрьского указа, они все будут заполнены финансированием? Нет, там есть определенный дефицит, то есть есть нехватка, и это тоже, опять же, для нас, ну, как бы задача, одна из задач, чтобы обеспечить исполнение указа, нужно так работать экономике на опережение, чтобы как раз перекрыть вот этот дефицит. Но помимо того, что экономика должна заработать, там есть еще вещи, которые мы планируем, ну, надеемся на помощь федерального центра. Ну, например, больничный городок в Затоне. Есть национальный проект «Демография», да, в рамках которого мы рассчитываем на федеральные и другие деньги. национальные проекты. Да, Да, например, здравоохранение, вот больничный городок в Затоне, у нас катастрофа просто нехватки детских мест, как стационарных, так и поликлинических. То есть город растет в ту сторону, да, то есть Забелье у нас развивается, то есть Затон соединится с с Демой, и, соответственно, вот это один из таких крупных больничных центров планируется. Там обязательно будет большая детская больница. Чтобы этот резерв, этот ресурс задействовать, получается, нам нужно качество жизни поднимать. И указ именно об этом. Вот на миграцию, на то, чтобы дети оставались, ребята возвращались, нам нужен НОЦ, научно-образовательный центр мирового уровня. Сейчас очень плотно этим занимаемся. Значит, обследование репродуктивного здоровья, бесплатное обследование. Оно очень дорогое. Это как раз, оно как раз нацеливает только свидетельство о браке получили, и тут же имеете возможность проверить. Потому что многие тянут, а потом просто какая-то беда. У нас реально беда со здоровьем. Детские сады. Детские сады, Вот, абсолютно да, верно. как раз- Нужна инфраструктура. То есть инфраструктура дружественная к детям, дружественная к семьям. Давайте уточним. Так вот, все-таки в республике какой процент обеспеченности детскими садами вообще есть? с Цифра 3 есть? до 7 лет у нас 100% считается. 100%. А вы заглядывали в эти детские Мы сады? заглядывали, и есть у нас такая проблема в городах, и мы это знаем, переуплотненность групп. В То два есть раза. иногда 40, иногда 50 числится детей, ходит гораздо меньше, и получается, что ну, это какая-то Вы сами об такая этом сказали, небольшая, да. ну, как бы, да, Предвосхитили лукавство. вопрос, да. Совершенно Что верно. с этим делать? С этим только вот в этом случае, в городе Уфе, в городе Стерлитамаке, в Нефтекамске точно строить. То есть вот здесь вопрос даже, Здесь мы не ошибемся, даже не не обсуждается. ошибемся, Да. Здесь строят детские сады. Здесь пока еще мы просто ее не перекрыли потребность. В других городах, в райцентрах я бы предложила все-таки развивать услуги. Услуги, которые дают возможность вот именно такую гибкую форму, альтернативную форму присмотра и ухода за детьми, как группы по присмотру, которые могут быть в торговых центрах. Представляете, сколько женщин работает в торговом центре. Это нормальное, такое хорошее социальное предпринимательство. Но именно услуги, именно инфраструктура, продленки, удобные какие-то студии. То есть все, что для семьи делает комфортным как бы, иметь детей, вот это все идет в копилку Создать демографии. условия. Мы в демократической России воспитали поколение детей, которые... Ну, а много мы показываем по телевизору такие красивые К сожалению, фильмы. да? Они что читают? Это, вот сейчас говорите, они услышат, да, это нищету разводить. Это же наше кошмар какой-то. Это надо вот как раз об этом говорим. Если мы хотим 4 миллиона 100 делать, так надо побольше показывать вот таких, как вот Давлеканова Гульназ Курманаева, молодая, красивая, 9 детей, вся семья помогает. Действительно. То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что должна быть целенаправленная Конечно. информационная Это же политика, наши да? традиции, наши национальные, где-то даже религиозные. Вот мы сегодня взяли по абортам. Приходит женщина на аборт. Мы даем неделю тишины. Чтобы она подумала, да? Подумайте. Из 10 четверо, где-то 3-4
Оставляют. Как вы считаете, половое просвещение в школе должно быть? Обязательно. Сначала Семейное родители. просвещение Обязательно. Будем называть вещи своими именами. Половое просвещение. Не половое. Причем тут половое вообще? Вот, понимаете, Любовью надо заниматься, Руслан Да. Михайлович. Нет, Любовью, нужны а не быть- нужны сексом. Половое уроки полового воспитание – это просвещения. часть общего воспитания. Оно было, если будет, имеет свои этапы. Половой начинается с рождения. Папа мальчика воспитывает, мама девочку. Это тоже. Но это мы не говорим, это вот именно половое. Вот смотрите. Это часть общего Да, воспитания. должны быть обязательно уроки о семейных ценностях. Конечно. После 3 лет проведения вот этого эксперимента, там, где преподавались уроки о семье, у нас улучшилась на 47% успеваемость в этих школах, и в них прекратились внутришкольные конфликты. Это, кстати, очень серьезно, там буллинг и прочее. Вопрос такой. Не получится ли, что у семьи нянек дитя без глазу? Есть Министерство образования, есть Министерство труда и социальной защиты. Семьи, есть труда и социальной защиты. Семьи, труда и социальной Подчеркну. защиты, да. Есть еще несколько ведомств, в чью компетенцию это входит. Как они будут делить ответственность? Ой, вы знаете, вот здесь, мне кажется, это не проблема, поскольку, вот, во-первых, у Министерства семьи и труда есть такая функция, как координация деятельности. Именно Она является координирующим органом. Оно является координирующим с точки зрения демографии. Оно реально отвечает за демографию, и Минтруд России тоже является координатором демографии в стране. Соответственно, координирующий орган есть. Если всем четко очень нарезать как бы задачи и четко спрашивать, что они делают, это абсолютно нормально заработает. Это работает. Это работает. И здесь Это не забудьте указано. муниципальные власти, потому что район району рознь. То есть здесь и органы исполнительной власти, и органы местного самоуправления, если все вот в одну упряжку просто вот так вот встанут, то вот на мой взгляд, на самом деле, вот все, что вот в указе, как бы, если выполнить, вот я еще раз повторю, там просто очень много задач. Вот если Должна их быть все региональные реально Региональная выполнить, программа по 400 демографии, да. это реально. Да. Спасибо. А у нас есть еще одно особое мнение. Готовясь к разговору в студии, мы записали мнение многодетного отца, экономиста по образованию Рустема Шаяхметова. У него свой взгляд на то, как должна выглядеть модель господдержки в нашем обществе. Посмотрим. Должны быть созданы условия для возможности улучшения своих жилищных условий. Должна быть эффективная помощь от года до 3 лет семье. Также необходима помощь государства в предоставлении образовательных услуг, имеется в виду дополнительного образования и спортивных секций посещения. А также, если говорить о миграции, это нужно. Первое – это дополнительные студенческие места приема, 3000 мест ежегодно нужно. А также необходимо создание научно-образовательного центра типа Иннополис. У нас один из больших факторов оттока – это сельское население. Там нужно создать систему развития новых секторов экономики. И у нас есть перспективные сектора экономики, которые можно развивать и которые реально могут удерживать людей на земле. Резюмируя сегодняшнюю тему, вот коротко как бы подведем итог, да, вот, Ленара Хакимовна, как вы считаете, есть тут свет в конце тоннеля? Однозначно есть. Ради Фаритович, когда дал задание подготовить такой указ, если честно, мне кажется, даже вот, мы сами не ожидали. То есть, когда шла работа над этим указом, мы вот как-то вошли в раж, и вот эта цифра 400, она вот, скажем, на выходе в итоге получилась, и она настолько амбициозна, она зовущая, поэтому, на мой взгляд... Это планка такая, планка, да. Вот, и если не ставить перед собой таких амбициозных целей, на самом деле, я думаю, что как бы не стоит и работать. Только так можно идти вперед. Совершенно верно. Безусловно. Поэтому свет точно есть, нам есть к чему стремиться, и главное, мы понимаем, как этого достичь. Это главное. Да. Римма Амировна. Да, конечно. 4 миллиона – это вполне допустимые цифры. Тем более мы знаем сегодня, как много уделяется здравоохранению, кадрам, нашим женщинам, детям. И я считаю, ладно, этот год он такой был переломный. И уже с 2020 года мы будем еще больше заниматься деторождением,
каждый регион, каждый акушер-гинеколог. Это наша работа, педиатры, мы медики. Что от нас зависит, конечно, мы сделаем максимально на 100%. Вообще, я бы сказала, указ, он более такой вот носит, как бы, с одной стороны, практический, потому что каждый раздел, он как бы расщепляется на конкретные очень вещи, но он и такой эмоциональный, понимаете? То есть вообще, на мой взгляд, мы живем в такое время, ну, такой психологический настрой имеет очень большое значение, и социальный оптимизм здесь сложно переоценить. То есть очень важно вот это ощущение. У нас вообще в республике, к вашему сведению, вот есть такая как бы проблема, да, то есть мы любим посыпать голову пеплом, у нас вообще пессимизм очень так это... Действительно, это указ для каждого человека, это для каждого человека и для всех благосостояния. Вот я хочу, чтобы моя семья жила хорошо. Что нужно делать? Вот ваша семья. Это не ждать вот дайте, дайте, дайте. Так не должно быть. Уважаемые гости, спасибо вам за честный, предметный разговор. До свидания. До свидания. До свидания. Знаешь, Руслан, почему у нас в обществе такое настороженное отношение к многодетным семьям? Потому что многодетность для среднестатистической семьи – это жизнь не по средствам, такая роскошь. Роскошь вот с дырой в кармане, что ли, можно так сказать. Нужно тут четко определять, понимать для себя, для общества понимать, зачем мы рожаем детей. Вот ты как считаешь, зачем нам дети нужны? Слушай, ну такой вопрос, зачем рожать, это же как смысл жизни. Ну, у каждого он свой, и там многие ищут его всю жизнь, кстати говоря, не находят. А слушай, мы же рожаем не для государства, мы рожаем для себя, так? Но это тоже эгоистично. Но просто государство заинтересовано как в можно больше количеством граждан, так? Так. Значит, это такое своеобразное вот государственно-частное партнерство, понимаешь? Ну, слушай, если это частное партнерство, государственно-частное партнерство, то почему государство не дает больше, понимаешь, поддержки для тех же самых многодетных? Давать зарплату платить женщинам, которые много рожают. Слушай, на самом деле мне сегодняшний разговор понравился, он был предметным и конкретным. Я вижу, что вот этот вот сентябрьский указ, о котором мы говорили, он вполне выполнимый, потому что там все расписано. И у власти есть понимание, что это комплексное решение темы, да? Начиная от дорожной безопасности и заканчивая этим, студенческим кампусом, да, чтобы вот наши дети, там, студенты не уезжали. Все в комплексе. Но еще хотелось бы, чтобы преломилось общественное мнение. Тебе это слово. Долгий путь, да. На самом деле главный вопрос, который сегодня стоит перед правительством Башкирии, это демография. И не просто вопрос, а настоящий вызов. По сути, каждый пункт сентябрьского указа Радия Хабирова – это все про нее, про демографию. Начиная от дорожного и социального строительства и безопасности до образования и медицины. Власть должна и, главное, стремиться сделать так, чтобы людям в Башкирии хотелось жить, работать и рожать детей. Работа не початый край, но есть одно «но». Даже самые титанические усилия государства бесполезны, если человеку самому на себя наплевать. Если он не занимается семьей и детьми, не ценит свою жизнь, здоровье и отведенное ему Богом время, не уважает окружающих и, черт побери, переходит дорогу пьяным на красный свет. Не хочется заниматься пропагандой прописных истин, но вопрос демографии с рождением ребенка не закрывается, а только начинается. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите «Честно говоря» на канале БСТ и во всех соцсетях страны.